В начале заседания правительство утвердило правила рыболовства в республике. Отныне в целях рационального использования рыбных ресурсов промысел будет регулироваться. Необходимость дальнейшего совершенствования охраны водных биологических ресурсов, а также в целях рационального использования и сохранения условий естественного воспроизводства водных ресурсов рекомендуются такие правила. Один из разработчиков данного проекта, эколог Роман Бар, отметил, что существовавшие ранее правила, разработанные в конце 60-х годов, устарели. По словам ученого, в последние годы во всем Черноморском бассейне сокращаются ресурсы хамсы. Это является сигналом для корректировки отношений в области промышленного и любительского рыболовства. Как отметил премьер-министр Александр Анкваб, документ должен регулировать деятельность не только крупных участников рыболовства. Правильное и рациональное использование биоресурсов поможет сохранить нашу экологию, подчеркнул Анкваб. С электроудочками, с взрывчаткой, с чем еще угодно, ничего хорошего не будет. Если рыболовы будут себе позволять делать то, что нельзя делать, помимо этого объемного документа, а он регламентирован очень тщательно. Тут богатый опыт и российский, и другой. И мы правильно сегодня делаем, что принимаем его. В связи с увеличением численности мраморного клопа в Абхазии члены правительства внесли изменения в целевую программу по развитию сельского хозяйства на 2021 год. По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, из статьи программы о тратах на растениеводство 7 миллионов будет перераспределено на борьбу с мраморным клопом, приобретение средств по защите растений и оплату работ. Эта мера позволит предотвратить весенние нападки вредителя. Доступное жилье – тема весьма актуальна на сегодняшний день. В 2018 году были разработаны и утверждены 2 жилищные программы. По словам министра социального обеспечения Руслана Аджба, они были реализованы не в полной мере. Из-за пандемии у получателей возникли сложности с возвратом денежных средств. На сегодняшний день в Министерстве социального обеспечения лежат порядка 800 заявлений. Новый проект государственной целевой программы «Жилище-2022» предполагает безвозмездную выплату средств на приобретение жилья. Таким образом, на заявителя полагается 500 тысяч рублей и на каждого члена семьи еще по 100 тысяч. Программу запускают уже в этом году. В рамках ее реализации планируется выделить 40 миллионов рублей на текущий год и еще 40 на следующий. Но будет она доступна для определенных категорий граждан. По данной программе претендовать на получение финансовой помощи могут также лица, которые не обладали и не обладают на праве собственности жильем на территории Республики Абхазия и нуждаются в предоставлении жилья для постоянного проживания и относится к одной из ниже перечисленных категорий. Это инвалиды первой группы, в том числе инвалиды первой группы Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, а также при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке. Члены правительства также рассмотрели вопрос об электронной подписи, используемой центральными и местными органами государственного управления. Утвердили порядок ее использования. Электронная цифровая подпись – это аналог рукописной подписи. Она выполняет ту же функцию – обеспечивает юридическую значимость документов. Представляя проект постановления, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отметил, что нововведение призвано усовершенствовать процедуру обмена данными. Будет возможность подписывать электронной подписью электронные документы, соответственно, что приведет и, разумеется, к оптимизации части бюджетных расходов, те, которые мы сегодня наблюдаем в обычном режиме общения между передачей данных. Кабмин принял постановление о компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка республики в 2022 году. Речь идет о выплатах вкладов, которые были внесены в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года. С 2011 по 2021 годы вкладчикам было выплачено более 178 миллионов рублей. На следующий год на эти цели будет выделено 4 миллиона рублей. Помимо основных вопросов повестки дня, в правительстве обсудили эпидситуацию. Согласно данным министра здравоохранения, на сегодняшний день в лечебных учреждениях Абхазии находится 281 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Эдуард Будба считает, что рост заболеваемости напрямую связан с проведением массовых мероприятий. Несоблюдение санитарных норм и правил безопасности влекут за собой последствия. На заседании правительства также утвержден производственный календарь на 2022 год. Были рассмотрены и другие вопросы. Сима Аргун, Михаил Братухин, Раму Камке, Абхазское телевидение.